Единственный в Башкортостане вуз, который одновременно ведет приемную кампанию по 3 направлениям – музыкальное, театральное, изобразительное искусство – это Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова. Обсудим приемную кампанию прямо сейчас в эфире БСТ в программе «Интервью» вместе с ректором Аминой Ибрагимовной Асфендияровой. Амина Ибрагимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ждем от вас подробностей. Как строите приемную кампанию в условиях коронавируса, да, и по каким специальностям будет наибольший ажиотаж, как вы считаете? Действительно, для нас вот этот прием в этих условиях практически казался невозможным, потому что у нас обязательные творческие испытания, обязательные. То есть ЕГЭ у нас принимается вот только, мы имеем в виду театральный факультет, это актерское и режиссерское, да, отделение. На самом деле все абсолютно абитуриенты проходят творческие испытания. Они проходят в большинстве случаев несколько туров, без них мы обойтись не можем. Я действительно скажу, что вуз наш уникальный, он, наверное, единственный в России, который ведет обучение по вот этим 3 направлениям: музыкальному, театрального и изобразительного искусства. Наши 4 факультета: музыкальный, факультет башкирской музыки, театральный факультет и факультет изобразительных искусств. Почему он единственный? Потому что он идет обучение по академическим специальностям, то есть готовит для профессионального искусства. И, соответственно, наши абитуриенты в большинстве своем, вот еще раз скажу, исключая театральный факультет, это выпускники средних специальных учебных заведений, то есть колледжей искусств, музыкальных колледжей, хореографических колледжей. Это обязательно для наших, практически наши состоявшиеся уже профессионалы, выбравшие себе дорогу, поступают к нам. Ну и еще наша особенность – это сплошной эксклюзив, что называется. Нас очень мало. Вот по всем этим 4 факультетам 700 человек у нас обучается. То есть прием у нас очень небольшие группы – 2, 3, 4, 5, 6 человек. И вот в этом году прием 72 человека. Вот такие у нас, в общем, особенные уникальные специальности. А все-таки как будет строиться творческий конкурс теперь? Да, теперь так. Мы предполагаем так, что прослушивание будет по видео, программ для исполнителей, просматривают художники, фото, да, какие-то отборочные, актеры представляют тоже свои готовые уже этюды, чтения, да, все, что положено по творческим конкурсам. И предполагается, и, конечно, еще и дистанционное общение, да, в программах. Это и коллоквиумы, в которые собеседования проводятся, и экзамены еще там для музыкантов, сольфеджио, гармония. Это все будет уже в дистанционном режиме. Амина Ибрагимовна, многие еще задумываются детей отдавать в музыкальную школу, которая при вашем институте. Расскажите, пожалуйста, как здесь строится работа? Это средний специальный музыкальный колледж, который вы имеете в виду. Да, он создавался при институте в свое время, но сейчас он как бы свое особенное. У нас только творческие контакты, наши педагоги там работают, и понятно, что ориентированные выпускники для нашего вуза. Вот у них точно так же все в дистанционном формате. Вот госэкзамены сейчас проходят, я знаю, в дистанционном формате. Мы все подчиняемся правилам. Амина Ибрагимовна, вопрос еще, по каким специальностям будет наибольший конкурс, как вы ожидаете? Ну, у нас, конечно, не бывает таких очень массовых специальностей, конкурсов, потому что, вот еще раз повторю, это выпускники колледжей, да, ну и потом вот скрипачами их не может, конечно, быть там 50 человек на место, это опять-таки уникальная специальность. Ну, по традиции у нас конкурсы на эстрадное отделение, на актерское отделение, на режиссерское, вот это всегда как бы более массовые такие конкурсы и более массовый приток. Выпускники Уфимского государственного института искусств, как они трудоустраиваются, какую картину видите вы, где они чаще всего находят работу, какие рекомендации вот, людям, которые строят уже карьеру на несколько лет вперед и планируют поступать к вам, вот вы могли бы дать? Ну, что я могу сказать? Практически наши студенты начинают работать, ну, к 5-му курсу, к 4-му курсу, если это выпускной курс, они все определены. Показатели наши такие, более 90% устраиваются по работе по специальности. Но я еще раз повторюсь, ребята ведь поступают, вот представьте, ну, пианист, да, поступает после колледжа, уже закончив до этого музыкальную школу, 4 года училища, то есть он определился в своей профессии. И они работают уже вот на сегодняшний день
К третьему это оркестры наши, театры, галереи, детские музыкальные школы, детские школы искусств. То есть наши ребята все работают, трудоустраиваются. А уровень зарплат? Уровень зарплат, ну, сейчас вы ведь знаете, в республике очень хорошо поддержали вот именно работников культуры. Так что у нас ребята очень хорошо получают, порой выше, чем руководитель, допустим, его профессор. Такое тоже бывает. Очень хорошая действительно зарплата в филармонии, в оркестрах, в театрах. Это хорошо сейчас. Какие льготы предусмотрены для тех, кто поступает в УГИ, да, и есть ли какие-то привилегии? Понятно, что все положенные льготы, которые по закону мы соблюдаем, это особенно речь, наверное, идет об олимпиадах, да, в призерах. Но дело в том, что вот в нашей сфере тех олимпиад, которые утверждены в перечне Минобразования, не так много. Это художественные несколько вузов, вот консерватории, поэтому в основном у нас вот абитуриенты такой в общем потоке, что называется. То есть все проходят вступительные творческие испытания. И стоимость обучения? Ну, дорого, потому что, вот опять-таки скажу, это практически индивидуальное обучение. Дневное у нас на сегодняшний день 236 тысяч, а заочное 45. И расскажите, пожалуйста, о новых практиках, которые в последние годы были введены. Новшества. Интересно. Новшества. Но я хочу сказать, что вот институт, он является базой очень многих мероприятий самого высочайшего масштаба. Это международные конкурсы, фестивали, выставки, биеннале, олимпиады. То есть около 400 в год мы проводим. Это практически работа концертной организации. И стараемся привлечь очень много детей. В этом году, в последние годы мы стараемся увеличивать этот процент. И вот сейчас вот уже второй год институту выделяется грант главы Республики Башкортостан, и в рамках этого гранта мы проводим очень много вот таких очень крупных мероприятий. А потом, наверное, все знают наш проект «Симфоническая ночь», когда на сцене амфитеатра выступает наш симфонический оркестр, духовой оркестр, эстрадный оркестр, оркестр народных инструментов, оркестр национальных народных инструментов. Несколько дней. Да, то есть мы тут впереди планеты всей. 30 тысяч зрителей – это ни один вуз искусства и культуры в России не собирает такую публику. А кто попадает? Какие музыканты могут попасть в оркестр и участвовать в симфонической ночи, либо возможность предоставляется каждому? Ну, симфонический оркестр – это обязательное условие консерватории. Вот музыкальный факультет, он у нас работает по плану консерватории. Обязательно присутствие, и все ребята проходят практику в этом оркестре абсолютно и получают квалификацию, соответствующие в учебном плане, это как обязательное, то есть они не только как солисты выступают, а прежде всего как оркестранты. Выпускники наши лучшие, конечно, аспиранты, ассистентура-стажировка называется, творческая аспирантура, то есть все кто готов, кто такого уровня. Последний юбилейный концерт у нас был, мы выставили 3 оркестра, очень красивое было зрелище. У нас есть оркестр русских народных инструментов, кроме симфонического, оркестр национального факультета башкирской музыки. Вот просто грандиозный получился проект. А что касается направления театральное искусство, какие здесь новации? У нас, вы знаете, вот такая традиция существует на театральном факультете уже очень давно. Курс набирается, если актерский, он набирается для какого-то театра. И это может быть татарский курс, башкирский курс, курс для русской драмы. В этом году набираются кукольники для театра кукол. Это тоже не очень часто бывает. Но с учетом того, что и кукольный театр у нас реставрируется, да, получает гранты. Да. Театр очень активно участвует в наборе, отборе абитуриентов. Они, представители театра, в приемной комиссии обычно. Весь процесс обучения они контролируют, и ребята выходят на сцену уже театров. Вот на моей памяти были такие случаи, когда дипломный спектакль выпуска, он входил в репертуар уже театра, для которого
готовили. Вот не всегда это сейчас легко, потому что у театров свои сложности, но вот это все-таки мы называем их по привычке целевыми курсами, хотя вот это действительно, это не очень мало где есть. И вот приезжают к нам на госэкзамены представители из других регионов, и из Татарстана, и из Москвы, и из Питера, и вот говорят, что это вот ваша очень такая сильная и необычная история. Очень поддерживаете вот в таком случае молодежь и как-то растите для себя это действительно. Амина Ибрагимовна, ну и изобразительное искусство, какие инновации здесь? У нас несколько лет назад уже был выпуск по специальности истории теории изобразительного искусства. Действительно, мы давно об этом мечтали, потому что в республике очень хорошая изобразительная школа, просто выдающаяся. И вот нам нужны были искусствоведы, которые умели это, так сказать, формулировать и работать на радио, телевидении, в галереях и в музеях. И вот особый акцент был на то, что вот те, кто владеет башкирским языком. Вот мы получили вот, собственно, академические курсы живописцев, скульпторов, графиков, дизайнеров. Это у нас уже вот 50 лет практически. Есть ли программы по современному искусству? У нас вот существует меньше, чем 20 лет кафедры дизайна. Вот, причем он открывался как промышленный дизайн. Это очень сложная для вуза специальность, но это очень достойно и действительно принимают точно так же, только после окончания сначала школы художественной, потом училища, то есть это очень высокий уровень. Все отмечают, и председатели госэкзаменов, когда приезжают к нам на выставки, на какие-то мероприятия, то есть это вот так, если назвать это можно современной формой, то вот это вот на академическом как бы основе вот мы такой вот факультет открыли. Амина Ибрагимовна, и если бы у вас была возможность обратиться к тем, кто собирается к вам поступать в УГИ, да, что бы вы им сказали? Но прежде всего я бы обратила их внимание на то, что к этому надо очень хорошо подготовиться. То есть тут не должно быть никаких случайностей. Максимум информации. У нас консультирование идет практически круглый год. Мы никому не отказываем. Но вот сейчас вот мы приняли решение, что консультируем мы не только вот, указывая почту, а просто вот личные телефоны, мобильный, заведующий кафедрой, член комиссии. Обязательно нужно созвониться, узнать все тонкости, обязательно все сделать для того, чтобы не получилось так, что что-то вам помешало вот в техническом плане. Тем более вот такая обстановка для многих непривычная, для вузов тоже то же самое. Я бы пожелала получить как больше информации. Второе, что обязательно надо следовать своему сердцу, своим пристрастиям, да, и идти вот навстречу своей мечте. Спасибо большое, Амина Ибрагимовна. Я напомню, что гостем программы интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения была ректор Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Амина Асфендиярова.